Молодежь современного мира – это талантливые люди, которые точно знают применение искусственному интеллекту. Собственный разум, конечно, особенный инструмент для человека, но автоматика предлагает налаженный механизм действий, где результат не будет зависеть от настроения, желания или прочих «но». Участники международного форума с удовольствием слушают лекцию Татьяны Задирака о кибербезопасности некоммерческих организаций. И первый постулат, первая гипотеза, которую хотели опровергнуть или подтвердить исследования, заключается в том, что искусственный интеллект поможет снизить цифровое неравенство, что искусственный интеллект и его использование менее важно для организаций, у которых меньший потенциал. Богатый опыт спикера, учеба в одном из лучших вузов мира и последующая мировая практика как пример и возможность для каждого участника в зале. Татьяна Задирака уверена, сегодня цифровизация – необходимый инструмент для работы в бизнесе, а форум – идеальная площадка для реализации идей и практик. Примечательно, что он проходит в Ингушетии, где Татьяна Задирака жила и работала больше 5 лет. Молодежь – это, конечно, уже теперь совершенно новое поколение, такое космическое для людей моего возраста. И да, конечно, все, что касается цифрового контента, использования различных инструментов цифровой в реализации социальных и не только образовательных проектов и бизнесовых, она очень и очень важна. Искусственный интеллект – это некая такая, знаете, как бы это сказать, это мифологическая история. Как бы всем кажется, что это очень важно, нужно и будем пользоваться, но насколько это все будет работать хорошо, этично, безопасно и комфортно, это покажет только ближайшие лет 5. Мне очень нравится в Ингушетии. Я была в горах, я просто в диком восторге. Я не узнаю Ингушетию. Я была последний раз здесь в 2002 году. И, конечно, мне нравится Магас. Это такой новый, динамичный город. И мне нравится ингушская еда. Я подзабыла уже, как это. Да. И да, конечно, если меня еще раз позовут, я обязательно приеду. Еще одна важная тема для участников – презентация новой платформы ВК. Руководитель Ассоциации профессиональной молодежи Ислам Шашабеков рассказывает о дополнительных возможностях работы в социальной сети, где молодежь России может получать конкурентную заработную плату. Где мы развиваем потенциал каждого студента, обучающегося для того, чтобы максимально быстро создать рабочие руки для производства в России и предоставить ребятам возможность развиваться быстро и развиваться хорошо для себя. Участники форума за 4 образовательных дня успели узнать много новой информации. Говорили о туризме, социальном проектировании, о деятельности некоммерческих организаций. Каждый смог рассказать о своем регионе и своей стране. Ну а самое главное, на платформе поднимали актуальные вопросы современной молодежи. Это действительно очень важно – объединять молодежь, идейную молодежь, которая к чему-то стремится, что-то хочет для себя открыть нового. Я в первую очередь для себя я открыла здесь новых людей, новые знакомства. Я думаю, человеческий фактор – это прежде всего это самая неотъемлемая часть социума. А что касается вопросов образования, обучения, я очень много чего подчерпала из всех образовательных программ, то, что у нас были за эти дни. Есть что-то новое, какие-то новые идеи, которые я бы хотела реализовать в своей республике, что касается по линии туризма. А форум – это отличный опыт для меня. И все понравилось, все отлично, и команда отлично, все люди. Да. Люди здесь, они, как могу сказать, Гостеприимные. да, все хорошо. А команда, став, они нормальные. Форум в Ингушетии завершает свою работу. Участникам немного грустно. За эти 4 дня они успели подружиться, найти общие интересы. Люди самых разных национальностей стали одной семьей. Их объединила Ингушетия. Салам алейкум, братьям с Ингушетии! Салам тебе, Тау и Карача! Но мы не прощаемся и обязательно вернемся, дорогая Ингушетия! Рина Цичоева, Султан Магушков, Магас 24.